Миф о шеститысячелетней идентичности. 6000 лет ингушской идентичности. Или 6000 вольных фантазий на тему лингвистики. Авторский комментарий к докладу профессора Джоанны Николс, искаженному в трактовке ингушских псевдоисториков. Некоторые особо восторженные интерпретаторы симпозиумных материалов решили сообщить миру сенсацию. Якобы профессор Джоанна Николс утверждает, что ингушскому языку 6000 лет и что он предок всей нахско-дагестанской семьи. К слову, про ингушский язык, так скажем, существует такой ученый, как Джоанна Николс, да, ее исследования. Могла бы ты немножко рассказать, чтобы мы поняли, про что речь и почему нам это важно знать? Далее. Она несколько десяток лет изучала ингушский язык. Она определила функционирование языка и его особенность, скажем так, с точки зрения истории, как 6000 лет. 6000 лет существует, можно сказать, ингушский язык, язык алгай. В духе древневавилонской филологии и лингвистических трансов такие заявления делают с выражением лица, достойным жреца шумерского пантеона. Разберемся, что же действительно сказала уважаемая Джоанна Николс. Она нигде не заявляет, что ингушский язык существует 6000 лет. Это было бы абсурдно, в мире нет ни одного языка, сохранившегося в неизменной форме даже 1000 лет. Николс четко указывает, что возраст языковой семьи, которой принадлежит ингушский, приблизительно 6000 лет, то есть речь идет не об одном языке, а о предковой форме для всех языков нахско-дагестанской семьи, включающий чеченский, бацбийский, лезгинский, аварский и другие. Ингушский язык не является предком других нахских языков, как это пытаются представить отдельные мифотворцы. Как 6000 лет. 6000 лет. Джоанна Николс четко указывает, что ингушский, чеченский и бацбийский современные языки, входящие в одну и ту же языковую группу нахскую. Именно об этом всегда и говорили нахчи. Профессор Николс говорит об археологических культурах, существовавших 8000 и более лет назад, таких как культура чох. Но она четко подчеркивает, что язык, на котором говорили эти люди, не может быть отождествлен с современным ингушским. Более того, она прямо пишет, что ингушский язык, либо его ранняя форма существовал на этой территории в течение многих поколений, не тысячелетий, возможно, пару сотню лет. И, наконец, кульминация. Джоанна Николс нигде не делает вывод о том, что ингушская культура является прародителем всех прочих кавказских. Напротив, она говорит о глубокой взаимосвязи культур региона и осторожно подчеркивает необходимость дополнительных исследований. Вот что отличает настоящего ученого от ингушского ученого. Первый ставит вопросы, второй утверждает удобные вечные истины. Итак, подытожим. Джоанна Николс не называла ингушский язык 6000-летним, не заявляла, что он является предком чеченского или какого-либо из нахских языков, не писала, что ингуши родоначальники всех, а только подчеркнула древность нахо-дагестанской языковой группы. Если кто-то по ошибке или по привычке перепутал возраст языковой семьи с возрастом конкретного языка, это простительно. Но если кто-то намеренно приписывает Джоанне Николс то, чего она не говорила, это уже не ошибка, а инструмент дешевой мифологии и манипуляции, прикрытый академическими титулами, причем подставляя невинных людей. Такие утверждения не просто фольклор. Это симптом инфляции научного дискурса, когда словом «наука» маскируются банальные этноцентрические желания. И если этому не противостоять, следующим шагом будет заявление, что клинопись — это, вообще-то, ранняя форма ингушской татуировки. Но самое интересное, наши братья и патриоты, проживающие в Дании, связались с профессором Николс, да, с той самой Джоанной Николс. Они отправили официальный запрос с просьбой разъяснить суть ее доклада, и вот письмо, отправленное ею в ответ, что она пишет. Итак, читаем. Уважаемый господин Эльмурзаев, нет, я никогда не говорила ничего из перечисленного. Ингушский язык является потомком пронахского языка, который, в свою очередь, происходит от пронахско-дагестанского. Мне нечего сказать о происхождении ингушской идентичности. Я даже не знаю, что именно имеется в виду в упомянутом вами утверждении. Если вы услышите или прочтете что-либо об ингушской идентичности, приписываемое мне, попросите библиографическую ссылку и точную цитату из опубликованного источника. С наилучшими пожеланиями. Джоанна Николс. Как видите, Джоанна Николс категорически открестилась от этих утверждений. Она ясно заявила,
что никогда ничего подобного не говорила, и если кто-то вновь будет приписывать ей подобные слова, требуйте у них документальные доказательства с точной ссылкой на источник. Дорогие мифоплеты из Нарнии, для ученого мирового уровня, как Джоанна Николс, ваши бесстыдные приписки – это удар по репутации. Ладно, вы сами уже идете ко дну, и вам не до достоинства и стыда. Но не тяните за собой ученого, не пачкайте ее имя. Наука – это не шаманизм. И профессор Николс – не медиум. Постскриптум, даже это Николс, писала словами «вероятно». Так что, нарнийцы, если вы путаете гипотезу с гипотенузой, оставьте науку в покое, пишите то, что хранится на 2-м этаже.